И Марина Антоновна. Добрый день, уважаемые классные руководители. Мы рады приветствовать вас на Республиканском методическом объединении классных руководителей. Хотелось бы объявить повестку заседания. Первый вопрос, который мы сегодня рассматриваем, о результатах мониторинга организации работы классных руководителей. Спикером здесь будет Исаева Наталья Николаевна, заведующий Центром развития общего образования, социализации и воспитания личности Коми Республиканского института развития образования. Второй вопрос. Единые подходы к сопровождению классных руководителей нам осветит Габова Марина Анатольевна, проректор по научно-методической работе Коми Республиканского института развития образования. Третий вопрос. Презентация платформы «Классное руководство», которую также будем сопровождать мы, Исаева Наталья Николаевна, заведующий Центром развития общего образования, социализации и воспитания личности Коми Республиканского института развития образования, Игнатьева Анастасия Николаевна, методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности Коми Республиканского института развития образования. Мы приглашаем к участию в заседании классных руководителей общеобразовательных организаций Республики Коми. И приступаем сейчас к первому вопросу. Наталья Николаевна, вам слово. Спасибо, Анастасия Николаевна. Добрый день, коллеги. Радостно, что у нас такое большое количество подключений. Если будут вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в чате или в разделе «Вопросы». Будем стараться вам на них отвечать. Коллеги, коль скоро формат проведения заседания Республиканского методического объединения ограничивает нас во времени, то я хочу сразу озвучить два момента. Первое. Сейчас я буду говорить по итогам мониторинга именно то, как вы, коллеги, на него отвечали. Я не буду сегодня останавливаться на том, как отвечали руководители образовательных организаций либо заместители. И коль скоро мы с вами ограничены во времени, то, соответственно, хочу проанонсировать, что 15 декабря будет большое расширенное совещание по итогам мониторинга организации работы классных руководителей, где мы более подробно попробуем остановиться на всех блоках, а у нас их 9 было, я напоминаю, ну, все вы знаете, вы все заполняли, и попытаемся ответить в онлайн-режиме на все возникающие вопросы. Кроме того, с января месяца 2021 года мы запускаем по муниципалитетам консультации по итогам мониторинга. Цель этих консультаций будет следующая. Мы с вами будем отрабатывать уже с муниципалитетами, чтобы мы могли проговаривать какие-то особенности муниципалитета, потому что мониторинг показал, что в том числе есть и действительно муниципальные особенности, сложности какие-то, недоработки, в том числе и нормативно-правовой базе, и какие-то другие. Поэтому с января месяца мы запускаем серию вебинаров, которые даже таких вот онлайн-совещаний с муниципалитетами, с подключениями образовательных организаций и вас, коллеги, для того, чтобы несколько перестроить, помочь вам перестроить вашу работу. Совместными усилиями мы надеемся, что у нас это с вами получится. Итак, я напоминаю, что фактически то, что вы прекрасно знаете, что мониторинг организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство, я позволю себе называть классными руководителями для сокращения, у нас проводился с вами по приказу Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Нормативная база вся представлена на слайде. По факту было заявлено, что мониторинг должен был проводиться 10 дней, то есть вам давалось 10 дней на ответы на вопросы. Тем не менее, по факту мы с вами вышли на то, что мониторинг заполнялся с 1 по 22 октября 2020 года. Я напомню, как уже говорила, что у нас было две категории участников данного мониторинга. Это руководители образовательных организаций, либо заместители руководителя РМО, у которых идет параллельно. И вторая категория – это вы, то есть классные руководители. Цели мониторинга мы для себя ставили, что, соответственно, коль скоро, коллеги, в 2020 году у нас с вами вышли методические рекомендации по организации работы классных руководителей.
Также в 2020 году у нас с вами на федеральном уровне приняты различные изменения, которые такие судьбоносные, скажем так, то, соответственно, очень пристальное внимание уделяется классным руководителям и, соответственно, сопровождению деятельности. А для того, чтобы сопровождать, первоначально мы должны были выявить, какие же проблемы, сложности у вас, коллеги, присутствуют. Соответственно, ключевых аспектов у нас с вами было 7. По 7 аспектам мы запрашивали от вас информацию. Каждый из вас помнит это огромное количество вопросов. Вы видите, что 90 вопросов было у классных руководителей. Мы постарались сделать их доступными, заведя их в Google форму, для того, чтобы вам было легко и отвечать на них, и нам, соответственно, легко обрабатывать. Коллеги, в итоге приняли участие все 20 муниципалитетов, 4114 классных руководителей. И мы благодарны вам за ту проделанную работу, то время, которое вы потратили на заполнение мониторинга. И также благодарны вам за честные ответы, хотя, наверное, не всегда они были ожидаемы даже с нашей стороны. Итак, коллеги, исходя из представленных данных, собственно, вы видите, что все 20 муниципалитетов, все образовательные организации так или иначе были представлены. Что же касается локальных актов, это та информация, которую запрашивали и мы у вас, и коллеги. Александр Михайлович, напишите, пожалуйста, коллегам, я так понимаю, что они меня не услышат, F5, или обновить страничку, да? Спасибо большое. Итак, коллеги, первая сложность, с которой мы столкнулись, анализируя результаты мониторинга, что нас удивило количество количество образовательных организаций, в которых не представлены локальные акты. Мы запрашивали следующим образом, то есть укажите, перечислите локальные акты или нормативно-правовую базу, на основе которой действуют у вас классные руководители. При этом вы видите, что фактически 6% респондентов ответили, что у них нет локальных актов, потому что если в ответах вы указывали локальные акты, либо просто ответы «да», «нет», то, соответственно, или какие-то общие слова, якобы приказы, мы засчитывали это как отсутствие локальных актов. Второе, что нас удивило, то, что в ряде образовательных организаций, на слайде вы это видите, не буду комментировать более подробно, коллеги, лишь 17%, я округляю в большую сторону, лишь 17% образовательных организаций имеют должностные инструкции классных руководителей. В этой связи возникает вопрос, а каким же образом тогда регламентируется ваша деятельность? С другой стороны, радостно, действительно радостно то, что есть образовательные организации, где представлены все нормативно-правовые, все локальные акты в соответствии с современной нормативно-правовой базой. Это и положение о классном руководстве, должностные инструкции, и вот те локальные акты, простите, которые вот представлены в желтеньком окошечке. В том числе есть там положение об организации внеурочной деятельности и так далее. Даже есть... Вы видите, в 6% образовательных организациях есть положение о методическом объединении классных руководителей. Вторым направлением для анализа был кадровый состав. Соответственно, вы видите, количество здесь представлено. И в данном случае по итогам анкетирования педагогов, осуществляющих классное руководство, выявилось неравномерное распределение по стажу осуществления классного руководства. С одной стороны, мы говорим о том, что достаточно большое количество молодых педагогов, это стаж от 1 до 3 лет, вы видите, что это 18%. С другой стороны, выявилось значительное преобладание педагогов с большим стажем классного руководства. То есть 41% педагогов – это коллеги, у которых стаж работы классного более 20 лет. Подавляющее большинство педагогов также отметили, что у них достаточно большая нагрузка, это нагрузка свыше 24%,
и, соответственно, 24 часов в неделю. И, как видно из таблицы, наибольшее количество педагогов, осуществляющих классное руководство, по основной должности это учителя начальных классов, что вполне объяснимо, потому что каждый учитель начальных классов – это обязательно классный руководитель. И, кроме того, второй большой группой – это у нас с вами основная должность, так называемое «другое». То есть если это не учителя там, русского языка, литературы, математики, то есть основные предметники. Что же вошло в эту группу? А это фактически, коллеги, 11% респондентов. Это у нас с вами, например, воспитатели, руководители, заместители руководителей, педагоги-психологи. В ряде случаев это работники библиотек и педагогические специальности, и таких коллег у нас с вами оказалось 448 человек. Ну, конечно же, превалирующее третье по количеству это у нас с вами учителя русского языка, математики и иностранных языков. Ну, в зависимости, конечно же, от того, что это категории педагогов, которых наибольшее количество образовательной организации. Анализ данных показывает, что основное количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство, предпочитают быть участниками методических семинаров в качестве слушателей. На слайде представлены сведения об участии классных руководителей в методических семинарах на уровне образовательных организаций, муниципальном уровне, республиканском и всероссийском. И аналогичная ситуация. Табличка вторая указывает нам с вами об участии классных руководителей в конференциях и форумах. Коллеги, так вот, что самое парадоксальное, что на всероссийском, в ряде случаев вам гораздо проще почему-то участвовать на всероссийском уровне, чем на республиканском. Этому есть и объективные, и субъективные причины. То есть коллеги отмечали, например, что на республиканском уровне вы не принимаете участие ни в семинарах, ни в форумах, ни в других мероприятиях, конференциях, а во всероссийских принимаете. Опять-таки же есть объективные и субъективные причины этому, но тем не менее мы констатируем, что на всероссийском уровне наша республика представлена выступлениями лишь 38 коллег. Это менее 1% из 8 муниципалитетов. Это Воркута, Сыктывкар, Усинск, Печора, районы Прилузский, Троицко-Печорский, Усть-Илимский, ну и город Ясногорск. Основное количество педагогических работников предпочитают быть участниками конференций и форумов также в качестве слушателей. Показательно, что даже выбирая участие в форуме доклада, коллеги предпочитают представлять свой опыт на уровне образовательной организации, это примерно 32%, на муниципальном уровне лишь 6%, на республиканском 2%, а на всероссийском вообще 1% коллег. И на всероссийском уровне, если мы говорим про участие именно в конференциях и форумах, то это только 51 педагог. 11 муниципалитетов не представлены на всероссийском уровне в участии в конференциях и форумах, и вы это все видите на слайде. Далее мы поговорим с вами о том, как же, собственно, классные руководители участвуют в конкурсах профессионального мастерства. И здесь мы констатируем, к сожалению, о том, что коллеги на сегодняшний момент не готовы участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Данные представлены в таблице. Мы говорим о том, что 2925 педагогов из общего, то есть это 71% от общего количества респондентов, не принимали участие ни в каких конкурсах профессионального мастерства. Самые низкие показатели, в общем-то, выделены красным цветом. Я не буду называть муниципалитеты. Мы отработаем это более подробно уже непосредственно с муниципалитетами. И такие запросы, как я уже говорила, есть. Чаще всего среди конкурсов профессионального мастерства звучат конкурсы, такие как конкурсы, как «Классный-классный», и это здорово, что этот конкурс стал, хоть он идет 3-й год на уровне республики, он стал узнаваем, любим, уважаем и так далее, потому что коллеги проводят аналогичные конкурсы и на уровне образовательных организаций. Коллеги, но при этом я хочу напомнить, что на уровне республики, то есть на республиканском уровне, Институт развития образования проводит 8 конкурсов профессионального мастерства в различных формах, очных, заочных, заочно-очных, которые позволили бы вам проявить себя.
может быть, где-то сравнить себя с кем-то, ознакомиться с лучшими практиками, показать свое мастерство. Коллеги, при этом из 8 конкурсов, вот звучит классный-классный, и второй – это за нравственный подвиг учителя. И что удивительно, фамилии звучат одни и те же в обоих конкурсах. Для нас эта ситуация немножко непонятная, и мы будем стараться вместе с Республиканским методическим объединением, вместе с Анастасией Николаевной менять эту ситуацию. Коль скоро заговорили про Республиканское методическое объединение, то посмотрите. Раскрывая направление анализа профессиональное развитие классных руководителей, обратим внимание на активность вас, коллеги, в методических объединениях разных уровней. И следует отметить, что в каждом муниципальном образовании активно действуют методические объединения классных руководителей, почти 21%. И большинство классных руководителей включены в школьные методические объединения, хотя здесь не совсем понятно, мы говорим о том, что 88% педагогов включены в школьные методические объединения классных руководителей, но при этом только у 6% образовательных организаций есть положение о таком методическом объединении. Основное количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство, предпочитает быть именно на школьном уровне, реже выходят на республиканские методические объединения, и в них входит лишь 7% классных руководителей. Да, первоначально у нас и был такой запрос, что ограниченное количество коллег приглашалось для участия в республиканском методическом объединении, чтобы впоследствии делиться с коллегами на уровне муниципалитета опытом, но все записи, все заседания республиканского методического объединения, они открыты, они доступны, и поэтому для того, чтобы шагать в ногу со временем и узнавать все новинки, приглашаем вас более активно участвовать и в Республиканском методическом объединении классных руководителей. Далее, что касается курсов повышения квалификации. Посмотрите, коллеги, мы говорим о том, что 77% респондентов не принимали участие в курсах повышения квалификации в последние 3 года. Да, мы можем сказать о том, что примерно 25% из этих коллег – это коллеги с стажем работы от 1 до 3 лет. По факту, это могут быть и 1 год работы, и, соответственно, коллеги еще просто не успели. Но, тем не менее, посмотрите, достаточно большое количество есть различных курсов и онлайн-школы, о которых неоднократно и Анастасия Николаевна объявляла, и на сайте Института развития есть информация. Но чуть позже мы скажем о том, что, к сожалению, в онлайн-школах принимают участие также где-то около 10, 12, 15 максимум процентов от общего количества классных руководителей. Для чего все это нужно? Для чего нужно профессиональное развитие классного руководителя? Оно нужно для того, чтобы мы с вами могли демонстрировать те формы, современные формы и технологии работы с классом, которые позволят нам с вами достичь высоких показателей для того, чтобы избежать различных негативных последствий для наших обучающихся, ну и для того, чтобы развивать классный коллектив, как классную команду. Мы анализировали данные по 3 группам форм и методов. Это индивидуальные, групповые и коллективные. Наибольшее количество педагогов используют индивидуальные формы работы, такие как беседа, консультация, обмен мнениями. Коллективные формы работы – это классный час, соревнования, квесты, игры. Но в меньшей степени используют групповые формы. Все здесь представлено, можете ознакомиться. И только 46 педагогов, а это примерно 1% от общего количества респондентов, используют в своей деятельности все формы и индивидуальной, и групповой, и коллективной работы с классом. При этом, коллеги, мы эти формы работы, формы и технологии работы взяли из методических рекомендаций, и основное количество этих форм и методов нам с вами знакомо уже не первое даже десятилетие.
И мы видим в данном случае, что самый хороший показатель по использованию различных форм работы демонстрирует город Воркута, 30% педагогов, а в 6 муниципалитетах, это Вуктыл, и такие районы, как Нижпогосский, Кайгородский, Сахтыдинский, Сысольский и Усть-Вымский, ни один педагог не владеет всеми перечисленными формами и технологиями работы. Коллеги, мы отмечаем данные показатели не для того, чтобы вот сказать там «ай-яй-яй, как нехорошо». Нет, коллеги, мы наоборот благодарны вам за честные ответы. Для нас это точка роста, для того, чтобы мы совместно с Республиканским методическим объединением и с коллективом Республиканского института развития образования смогли дальше работать и помогать вам совершенствовать ваше профессиональное мастерство. Как же обстоит дело с методами, формами и технологиями работы с родителями, законными представителями? Здесь все гораздо позитивнее. В целом следует отметить, что педагоги охотно используют различные формы и технологии работы с родителями, законными представителями несовершеннолетних обучающихся. Но, несмотря на применение разнообразных форм и технологий, коллеги отмечают, что испытывают профессиональные затруднения при взаимодействии с родителями, законными представителями обучающихся. Об этом я скажу буквально через пару минут, какие именно. Далее, собственно говоря, мы все помним послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в котором говорилось о том, что нужно сокращать количество отчетной документации для учителей и в том числе классных руководителей. Когда мы завели этот вопрос в анкету, мы хотели услышать, какова же реальная ситуация в образовательной организации. Данные, полученные в результате мониторинга, свидетельствуют о том, что респонденты уже привыкли, что в образовательной организации должны быть такие моменты, как классный журнал, хотя очень удивительно, что, посмотрите, 9 образовательных организаций отметили, что они не ведут. Тут я не пойду по педагогам, мы здесь пойдем именно по образовательным организациям. 9 образовательных организаций говорят о том, что не ведут классный журнал, при том, что подразумевался и электронный, и бумажный. Нас это несколько удивило. Далее, коллеги привыкли, что есть такие документы, как отчетные документы, как план воспитательной работы с классным коллективом, собственно говоря, какие-то документы, там, например, согласие родителей на осуществление детьми определенных видов деятельности и так далее. То есть коллеги к этому уже привыкли. Самый низкий показатель по отчетной документации – это электронное портфолио успешности ученика. Лишь 44% коллег его используют. Скорее всего, столь низкий показатель обусловлен несколькими объективными и субъективными причинами. Собственно, недавно ввелась эта форма, и поэтому, наверное, есть какие-то особенности. При этом мы помним с вами, что начиная с 2020 года Республика Коми активно внедряется, в Республике Коми активно внедряется целевая модель наставничества. И исходя из этого мы завели в мониторинг такой вопрос, а готовы ли мы с вами, коллеги, к наставничеству, к формам наставничества. Готовы ли мы представить с вами опыт? Большинство ответило «нет». Готовы ли мы выступать наставниками на муниципальном уровне или на республиканском уровне? Посмотрите, основное количество коллег отвечает «нет», не готовы. Причем ни в очном, ни в дистанционном формате. Насколько вы помните, еще один из вопросов, это был вопрос касательно стимулирования, системы стимулирования. Собственно, есть она в образовательной организации, нет ее в образовательной организации, каким образом она развита. И фактически скажу лишь то, что в основном коллеги отмечают, что не хватает наставничества для молодых педагогов и не хватает вот тех форм, которые представлены в образовательных организациях, их недостаточно для удовлетворения потребностей стимулирования классных руководителей. Обратим особое внимание на направление мониторинга. Помните, был вопрос проблем педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Целью данного направления было выявить проблемы классных руководителей в разрезе 3 основных групп профессиональных компетенций. Это в области формирования классного коллектива, возрастных особенностей личности и в области взаимодействия с родителями.
Вот то, как раз о чем я и говорила, что вроде как отмечаем, что все формы технологий используем, но при этом отмечаем, что, наверное, нам чего-то недостает, и сложности во взаимодействии с родителями у нас с вами все-таки есть. Соответственно, есть над чем работать. Задачи поставлены. Радостно, что почти 41% респондентов отмечают, что у них сформированы перечисленные компетенции в достаточной степени. И также радостно, что почти 5% респондентов признаются о том, что у них не сформированы все перечисленные компетенции, и, соответственно, они готовы обучаться, готовы к взаимодействию и готовы узнавать что-то новое и интересное. Также, как вы помните, мы у вас запрашивали, собственно, предложения по организации работы классных руководителей, и запрашивали мы их у вас по 6 основных направлениям, и было там еще такое направление, как иное. И что же мы выявили? Следует отметить, что ваши предложения были примерно, радостно, что ваши предложения примерно соответствовали предложениям, которые высказали руководители образовательных организаций. То есть мы с вами мыслим в едином формате, и действительно это очень радостно. Например, какие предложения вы высказали? По организации методического сопровождения классных руководителей. Опять-таки же вы говорите о том, что не хватает системы наставничества, причем мы говорим не только для молодых педагогов. Недостаточно, с вашей точки зрения, практических семинаров на уровне муниципалитетов, недостаточное сопровождение классных руководителей на уровне образовательной организации. Вы просите помощи в оформлении документации, представить формы, шаблоны для плановоспитательной работы, написания характеристик. И Республиканское методическое объединение начинает работу над этим. И вот буквально в рамках онлайн-школ мы также помогаем вам разрабатывать эти проблемы, эти шаблоны. Далее, по формам, например, нематериального стимулирования, коллеги высказали, что один из вариантов предложений был, например, добавить дополнительные баллы при аттестации, либо ввести доску почета, причем не только на уровне образовательной организации, но также и на уровне, может быть, муниципалитета, может быть, населенного пункта, может быть, республики, то есть лучшие классные руководители, билборды и так далее. То есть некоторые из вас писали, как здорово было бы, если бы на главных улицах городов висели билборды с наименованием фотографии, там, лучший классный руководитель. Не хватает коллегам общественного признания труда. Ну и много-много другое. На основании ваших предложений мы выявили проблемы и, соответственно, выстраиваем систему сопровождения. Проблемы по 6 направлениям и система сопровождения также по 6 направлениям. Более подробно мы уже будем разговаривать с муниципалитетами и в индивидуальном порядке. Здесь же я хочу остановиться на том, какие рекомендации мы выявили на уровне, на 3 уровнях, я сейчас проговорю. На уровне вас, коллеги, я прошу прощения, здесь опечатка. В данном случае это не руководителям, рекомендации не руководителям образовательных организаций, а именно вам, коллеги. Техническая такая, прошу прощения, ошибка. Итак, что же мы посоветуем? Проанализируя все данные, мы можем сказать, коллеги, что необходимо более тщательно нам с вами вместе изучить нормативно-правовую базу. Это и федеральные государственные образовательные стандарты со всеми изменениями и обновлениями. Это и письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 12 мая, методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и Институт развития образования подготовил для вас презентационный материал, чтобы легче воспринимался данный, и проводили не один семинар уже обучающий и вебинары с целью доведения до вас этих методических рекомендаций. Это и, конечно же, изучение стратегии развития воспитания в Российской Федерации и примерной программы воспитания. Кроме того, предлагаем вам обратить особое внимание на те локальные акты, которые имеются в вашей образовательной организации, для того, чтобы вы знали, во-первых, какие полномочия возлагает на вас образовательная организация, ну и кроме того, какие задачи перед вами ставятся и как они будут оцениваться.
Вторая рекомендация – это, конечно же, разработка собственных локальных актов, это планы работы, рабочие программы, потому что анализ программ воспитания показал, что, к сожалению, они чаще всего скопированы с примерных программ и никоим образом не адаптированы под вашу образовательную организацию. Кроме того, конечно же, проведение исследований в классе, проведение внутреннего аудита собственных профессиональных компетенций. И для этого Анастасия Николаевна будет сегодня про это говорить на портале, на едином информационном портале для классных руководителей. Мы будем предлагать вам постепенно, и уже сейчас разработанные, в дальнейшем будем предлагать различные профессиональные диагностики для того, чтобы вы могли в том числе и сами себя оценить, как вы владеете теми или иными компетенциями, усвоены они вами или нет. Ну, также посещение онлайн-школ, про которые я уже сегодня неоднократно говорила, и, конечно же, активное участие в деятельности методических объединений всех уровней. Это уровень образовательной организации, муниципалитет, республика, федерация. И помощь молодым коллегам в оформлении документов, то есть то самое наставничество в рамках одной образовательной организации. Также мы предлагаем уже непосредственно руководителям образовательных организаций, каким образом взаимодействовать и развивать систему классного руководства в образовательных организациях и также на уровне органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования и муниципальным методическим службам. Также высказаны предложения по организации работы и сопровождению вашей коллеги работы. Так как время ограничено, я не буду на этом останавливаться. Я напомню, что 15 декабря мы более подробно двухчасовой вебинар проведем по итогам мониторинга, где уже будут обезличено, но тем не менее представлены конкретные результаты по каждому из 8 направлений мониторинга. Если будут возникать какие-то вопросы, я лишь помню, что по итогам мониторинга 26 ноября 2020 года был подписан приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, который на 69 страницах был разослан по всем образовательным организациям. В основу этого приказа легла аналитическая справка, подготовленная сотрудниками Коми Республиканского института развития образования. И этот приказ доведен до всех образовательных организаций. И в случае возникновения каких-либо вопросов можете обращаться по телефону, указанному на слайде, и также адрес электронной почты указан. Я благодарю за внимание. Анастасия Николаевна. Спасибо вам, Наталья Николаевна, за интересный и содержательный доклад, потому что действительно мониторинг был проведен обширный, объемный, и те проблемы, которые были благодаря мониторингу выявлены, да, они подтолкнули Министерство образования и молодежной политики Республики Коми и Коми Республиканский институт развития образования к комплексу работ, да, и направлений работы, которые будут компенсировать эти самые проблемы, да, и решать их в конечном итоге. Мы будем к этому стремиться и надеемся на вашу обратную связь. Ну а сейчас слово предоставляется Марине Анатольевне Габовой, и она нам расскажет о единых подходах к сопровождению классных руководителей. Добрый вечер. Добрый день, уважаемые коллеги, члены РМО классных руководителей. Вот те итоги мониторинга, о которых рассказала Наталья Николаевна, они, конечно, свидетельствуют о том, что вам необходима определенная поддержка как на уровне образовательной организации, так и на муниципальном уровне, на республиканском уровне. И сегодня мы должны с вами определить те единые подходы, на основе которых выстраивается деятельность классного руководителя. Основные идеи были высказаны еще на августовском педагогическом совещании ректором института Галиной Владимировной Китайгородской. Итак, в чем заключаются эти единые подходы? Ключевые аспекты цели и задачи воспитания современного ребенка сегодня находятся в центре государственной политики в сфере образования. Это мы с вами все видим и принимаем в этом участие. И также являются объектом внимания нашей с вами педагогической общественности, родительских сообществ, представителей сферы культуры, науки, различных социально-профессиональных групп. Мы с вами знаем, что в настоящее время оформился общественно-государственный запрос на организацию комплексной поддержки деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Импульсом к формированию этой системы является поручение президента Российской Федерации по созданию системы мотивации
классных руководителей в целях повышения эффективности воспитательной работы и социализации обучающихся в общеобразовательных организациях. В ежегодном послании президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 15 января 2020 года отмечается, что ближе всего к ученикам их классные руководители. И вот такая постоянная, каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, это огромная ответственность, и она, конечно, требует особой поддержки. В целях организации деятельности педагогических работников, осуществляющих классное руководство, с 1 сентября 2020 года на федеральном уровне установлено ежемесячное денежное вознаграждение из федерального бюджета в размере 5000 рублей каждому классному руководителю вне зависимости от наполняемости класса. Уважаемые коллеги, можете в чате обозначить, получили ли вы такое вознаграждение, начиная с сентября, либо у кого-то еще такого вознаграждения не приходило, несмотря на то, что вы выполняете обязанности классных руководителей. Так, видим, получили. Получили. Хорошо. Коллеги, в полном размере получаете вместе с региональными доплатами? Да, в полном размере. Замечательно. То есть это поручение президента в нашей республике выполняется. Это радует и в то же время накладывает на нас с вами определенную ответственность. С целью оказания методической помощи, а также реализации академических прав и свободы классных руководителей, а также для устранения избыточной отчетности, о чем уже сегодня говорила Наталья Николаевна, в деятельности классных руководителей, Министерство просвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом подготовило методические рекомендации, в которых представлены нормативно-правовое поле и единые подходы к пониманию целей и задач классного руководства. Также в этих методических рекомендациях представлены критерии оценки эффективности этой деятельности. И очень важно, что сегодня формируется единая иерархичная система воспитания, а деятельность по классному руководству направлена на достижение цели национального проекта образования, в которой воспитание должно осуществляться на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Мы с вами видим, на слайде представлена вот та самая иерархическая лестница. На федеральном уровне к нам спускаются целевые установки. На уровне субъекта, то есть на уровне республики, эти установки конкретизируются в виде воспитательных ориентиров с учетом региональных приоритетов. Далее, на следующем уровне, органы местного самоуправления дополняют эти задачи с учетом социально-экономической, социально-культурной, демографической, криминогенной ситуации в конкретных населенных пунктах. И на четвертом уровне, уже на уровне образовательных организаций, в рамках классного руководства как отдельного вида деятельности конкретизируется распределение полномочий и распределение ответственности при непосредственно уже реализации процесса воспитания между педагогическими работниками. И также на уровне организации устанавливаются меры стимулирования для классных руководителей. Коллеги, у нас идет обсуждение, да, насчет того, получили ли доплаты за классное руководство. Кто подключился к нам недавно, отмечают коллеги, что выплаты получили в полной мере. То есть руководство Республики Коми обязательства перед президентом выполнило. Сегодня мы говорим о том, что в центре нашего профессионального внимания находится педагогический работник. Коллеги, это вы, классные руководители, и оценку вашей деятельности задают на федеральном уровне, согласно изменениям в статье 12 Федерального закона об образовании в Российской Федерации, 3 уровня конечных результатов. Вот они на слайде представлены. Они могут быть рассмотрены как критерии оценки результатов или эффективности классного руководства. Во-первых, как мы видим, это сформированность знаний и представлений о системе ценностей гражданина России. Во-вторых, это сформированность позитивной внутренней позиции личности, обучающихся в отношении системы ценностей гражданина Российской Федерации. И в-третьих, это наличие опыта деятельности на основе системы ценностей гражданина России. Значит, на всех уровнях управления системой воспитания нематериальное и материальное стимулирование классных руководителей будет обеспечивать решение 2 управленческих задач. Это побуждение педагогов к осуществлению деятельности по классному руководству. Одна задача. Вторая задача – это обеспечение качества и эффективности этой деятельности. Сегодня мы с вами говорим о том, что образование – это единый целенаправленный процесс, включает в себя и воспитание, и обучение.
И именно этот процесс формирует гармонично развитую социально ответственную личность. Да? Только вот взаимодействие воспитания и обучения. Отличительная черта отечественной системы образования – это непрерывное воспитание ребенка, начиная с дошкольного возраста. Как отмечает министр просвещения Сергей Кравцов, воспитание должно быть комплексной работой, в которой задействованы различные учебные предметы, в том числе уроки истории, литературы и русского языка. Сегодня уже ни для кого не секрет, что именно в рамках региональных проектов формируется единая ценностная архитектура процесса воспитания наших детей. В эту систему включается и система дополнительного образования, и организация среднего профессионального образования, организация высшего образования. Все они включены в профессиональное самоопределение школьников. Обновление воспитательного процесса в контексте качества и доступности образования должно осуществляться на основе современных достижений науки и российских педагогических традиций, таких как гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, приобщение детей к культурно-историческому наследию нашей республики и нашей страны. Кто же он такой, классный руководитель 21 века? Вот если мы с вами немножечко в историю заглянем, то наверняка вы помните о том, что классное руководство в школах России было введено в 30-х годах, а именно в 1934 году. А до этого в школах были классные наставники, классные дамы, групповоды. Сегодня педагогическая философия традиционного российского классного руководства нуждается в перезагрузке. Коллеги, вот как вы думаете, в чате можете обозначить, классный руководитель 21 века, что для него важно? Какие качества для него важны? Какие из них, на ваш взгляд, являются самыми главными? Итак, классный руководитель 21 века. Какие для него качества являются самыми важными? Терпение, любить детей должны, толерантность, замечательно, мобильность, креативность, коммуникабельность, коммуникативность. Так, хорошо, эмпатия, замечательно. Еще, коллеги, что еще важно? Способность вдохновлять детей и себя. Хорошо. Еще. Что еще? Компетентность, замечательно. Желание развиваться, очень хорошо. Самосовершенствование, в том же ключе. Креативность. Еще что? Знание нормативно-правовых актов тоже очень важно. Цифровая грамотность, замечательно. Коллеги, а вот как вы считаете, вы этими качествами обладаете? Ну, наверное, да, если вы пишете об этом. Иметь небольшую предметную нагрузку. Это тоже очень хорошо было бы для нас, чтобы мы более эффективно осуществляли нашу деятельность именно по классному руководству. Любовь к детям, желание развиваться, обладать критическим мышлением. Замечательно. Ну, коллеги, вот в основном все, что вы пишете, оно касается, оно, скорее всего, направлено именно на вас и на детей, да, на наших воспитанников. А кто еще, на ваш взгляд, может выступать в качестве субъекта классного руководства? Классный руководитель, ребенок, родители. Хорошо, хорошо, замечательно. То есть нужны еще какие-то качества, да, которые необходимы для того, чтобы эффективно выстраивать работу с родителями. Да, действительно, Любовь Андреевна, можно с вами согласиться, что с родителями сегодня работать труднее, чем с ребятами. Сообщество. Анна, что вы имели в виду под сообществом? Вот то, что Раиса написала, социум, окружающие предприятия, субъекты профилактики, родители. Кто еще? Психологи. Так, замечательно. Учителя, предметники. Вот, замечательно, коллеги. Мы с вами определили практически весь круг тех субъектов, с которыми мы с вами должны выстраивать взаимодействие для того, чтобы наша с вами работа была более эффективной. Итак, классный руководитель 21 века сегодня является в том числе и руководителем класса, и лидером команды педагогов класса. Это, с одной стороны, предполагает, что мы с вами должны быть открытыми для школьного сообщества, для родительского сообщества. А с другой стороны, мы должны иметь специальную подготовку именно в отношении тех классных руководителей, кто еще пока не собрал вокруг себя педагогов, которые работают в классе, но способен это сделать потенциально. Таким образом, в центре профессионального внимания классных руководителей сегодня класс как коллектив.
то есть команда класса. Об этом мы с вами должны помнить, и это требует от нас с вами совершенствования профессиональных компетенций классного руководителя в том, чтобы эффективно выстраивать практики взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений, тех, которых вы сегодня перечислили. И мы с вами должны осваивать и применять проектный подход в профессиональной деятельности классного руководителя как руководителя класса. Классный руководитель должен учитывать психолого-педагогические, мировоззренческие установки всех субъектов образовательных отношений. Действительно, от этого сегодня никуда не деться, и мы с вами понимаем, что сегодня мы взаимодействуем с представителями разных поколений. Ну вот если говорить о поколениях детей, да, то не успели мы привыкнуть к новому поколению Z, как ему на смену приходит уже новое поколение, поколение Альфа, вот мы с вами видим на картинках. А те, кто родился после 2010 года, уже принадлежат именно к этому поколению, дети миллениалов, это активные цифровые пользователи. И согласно теории поколений, они обладают специфическим характером, не поддаются воспитанию теми методами, которыми воспитывали предыдущие поколения, потому что они, например, не разделяют виртуальный и реальный мир, не могут концентрироваться на чем-то одном. Коллеги, если вы хотите, можно немножечко еще окунуться в теорию поколений на наших последующих мероприятиях. Ну, наверное, каждый из вас в большей степени и здесь участвующих в нашем сегодняшнем вебинаре принадлежат к поколению X. Это 1964-1984 годы рождения. Можете в чате плюсик поставить. Да, в основном. То есть это эпоха пробуждения или эпоха стабильности. И что характерно для нас с вами, вот именно исходя из теории поколений, это готовность к изменениям, это возможность выбора, это глобальная информированность, это техническая грамотность, индивидуализм, стремление учиться в течение всей жизни, неформальность взглядов, поиск эмоций, прагматизм, надежда на себя и равноправие полов. Ну, наверняка есть среди вас и молодые педагоги уже после 1985 года рождения. Есть такие. Эти люди с 1985 по 2003 годы рождения относятся уже к поколению Y или поколению миллениума. Что характерно для этих людей? Это гражданский долг и мораль на первом месте, ответственность, но при этом психологи отмечают их скептицизм и неумение подчиняться, и также стремление к немедленному вознаграждению. То есть уже даже среди нас с вами, среди классных руководителей, среди педагогов имеются определенные отличия, да, в зависимости от того, к какому поколению мы принадлежим. Да, вот вижу реакцию интересную. То есть информация о теории поколения, она действительно интересная, и мы с вами можем ее использовать в нашей практической деятельности для того, чтобы свою работу выстраивать более эффективно. Ну, вижу, что интерес к этой теме у вас есть, и, возможно, мы включим данную тему либо в наши курсы повышения квалификации, либо на одном из вебинаров мы ее рассмотрим. Ну, а мы продолжаем дальше, и сегодня мы говорим о том, что руководитель класса, предыдущий слайд, наверное. Да. Руководитель класса – это педагогический работник, которому руководителям образовательной организации делегированы полномочия по оптимизации, по контролю, по коррекции образовательного процесса в уверенном классе, а также по взаимодействию с родителями, законными представителями обучающихся. И именно на него, на руководителя класса, возложена ответственность за принимаемые управленческие решения и предоставлены все необходимые ресурсы. Должны быть предоставлены в образовательной организации. Классный руководитель может использовать ресурсы образовательной организации, в том числе он может использовать образовательную и культурную возможности своего города, своего села, ну, конечно, и индустриальных партнеров в том числе. Сегодня руководитель класса мотивирует принимать участие в муниципальных, республиканских и федеральных проектах, применяя проектный подход. Самостоятельно определяет цели, задачи, ожидаемые результаты работы. Планирует деятельность по управлению развитием каждого обучающегося и классного коллектива в целом. Поэтому очень важно нам с вами совместно обеспечить регулярную работу команды педагогов, которые работают в классе, да, то есть так называемый малый педсовет, а также педагогов дополнительного образования и иных специалистов, работающих с классом. Но вот Наталья Николаевна озвучивала
результаты мониторинга, и мы с вами видим, что вот именно это взаимодействие со специалистами, его пока еще сложно нам с вами выстраивать. Да? Поэтому это одно из наших направлений дальнейшей методической поддержки, которую мы будем вам оказывать. Сегодня одна из важнейших функциональных обязанностей классного руководителя – это выступать первой инстанцией, модератором и медиатором при рассмотрении обращений родителей, законных представителей обучающихся и самих обучающихся к администрации, педагогам по вопросам организации образовательного процесса и его результатам в уверенном классе. Тоже очень важные моменты, о которых мы с вами будем говорить и будем вам помогать эти взаимодействия выстраивать. Ну, а как мы видели, по итогам мониторинга многие участники обозначили в качестве трудности такого выстраивания взаимодействия с родителями. На данном слайде представлены 4 группы управленческих функций руководителя класса. Это аналитические функции, организационно-координирующие, контролирующие, прогностические, коммуникативные. Можно сказать, что сегодня управленческие функции руководителя класса во многом определяют успешность воспитательной деятельности, поскольку классный руководитель, он включен в управленческий цикл, который начинается с прогнозирования, затем следует планирование, реализация, коммуникация, контроль и мотивация. И если мы с вами будем рассматривать классное руководство как управленческий проект, то мы должны понимать, что наш результат нашей деятельности выражается в росте образовательных результатов на основе индивидуальных достижений каждого обучающегося. Поэтому именно классный руководитель выступает координатором индивидуальных образовательных маршрутов. Об этом тоже мы с вами должны помнить. Наталья Николаевна уже заострила свое внимание на профессиональной активности классных руководителей. Мы со своей стороны, со стороны Института развития образования, предпринимаем определенные усилия для того, чтобы предоставить вам возможность проявить свою профессиональную активность. С целью формирования корпуса обновленных профессиональных компетенций на уровне республики сегодня функционирует Республиканское методическое объединение классных руководителей. Вот сегодня мы видим, у нас более 300 участников уже нашего сегодняшнего заседания РМО, и мы надеемся, что это количество будет постоянно расти, и в итоге, возможно, все классные руководители станут его участниками. Кто-то может быть более активным, кто-то, может быть, будет только участвовать в качестве слушателя, но мы, конечно, вас призываем проявлять свою активность, делиться своим опытом, задавать свои вопросы. Впервые в 2020 году была инициирована, успешно реализована летняя онлайн-школа, включающая линейку открытых вебинаров с участием региональных и федеральных экспертов. На днях завершилась уже осенняя онлайн-школа. Продолжает свою работу онлайн-школа для молодых педагогов и вновь назначенных классных руководителей, первые шаги классного руководителя. Наталья Николаевна также отмечала, что важным стимулом удовлетворения запроса на повышение престижа учительской профессии, уважение к труду педагогического работника, признание его исключительной сложности, ответственности и значимости сегодня выступают профессиональные конкурсы. Прежде всего, конечно, это конкурс «Классный-классный», в этом году он прошел 3-й раз, и ежегодно в нем принимают участие от 30 до 45 педагогов из различных муниципальных образований нашей республики. Но кроме того, есть и другие конкурсы, Наталья Николаевна это подчеркивала, конкурс «За нравственный подвиг учителя», конкурс «Воспитать человека», фестиваль «Молодые молодым» для молодых педагогов, в котором также могут принять участие молодые классные руководители, конкурс «Первые шаги» для молодых педагогов, конкурс педагогического мастерства для педагогов кадетских классов, конкурс педагогического мастерства по разработке современных цифровых образовательных ресурсов, конкурс лучших практик по сопровождению молодых педагогов в образовательной организации. И буквально на днях запущен новый конкурс, это конкурс профориентационных проектов, в котором вы еще успеете принять участие в 2020 году. Конечно, для каждого из нас с вами важны благоприятные, комфортные, современные условия труда, адекватная оценка наших результатов труда, повышение самооценки, удовлетворение профессиональной деятельностью. И именно вот на этих профессиональных потребностях выстраивается система нематериального стимулирования классных руководителей. Новые тренды классного руководства диктуют необходимость ребрендинга, то есть изменения традиционных воспитательных мероприятий по форме и содержанию. Мы с вами увидели тоже по мониторингу, что не у всех пока еще получается использовать различные новые формы. Классный час сегодня включает различные современные решения с учетом образовательных активностей и с учетом возможностей цифровой среды. Это может быть различная форма в виде флешмоба, веб-квеста, индустриальной гостиной и так далее. А также мы с вами должны помнить о том, что у нас есть такие хорошие партнеры, как РДШ, Юнармия,
Можем включаться в проекты модельных библиотек республики, которые сегодня есть уже во многих муниципальных образованиях. Включаться в проект «Культурный норматив школьника», в экологическое движение, движение ГТО и в другие. Но при этом мы с вами должны всегда помнить, что в центре построения воспитательной работы лежит примерная программа воспитания. Да, вот именно она является тем объединяющим стержнем, да, для того, чтобы мы выстраивали правильно свою воспитательную работу. Актуальное содержание деятельности классного руководителя, оно, конечно же, связано с изменениями в законе об образовании в Российской Федерации. А именно в статье 2 обозначено расширение направлений воспитательной работы и включение таких направлений, как формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважение к памятникам защитников Отечества и подвигов героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде. Вот мы видим, тут уже появляются у нас положительные отзывы, очень положительные отзывы с большим количеством плюсов, да, в адрес российского движения школьников. Конечно, это очень мощный ресурс, который, коллеги, необходимо задействовать в своей воспитательной практике. Сегодня с целью регламентации деятельности классных руководителей в образовательной организации должны быть утверждены определенные нормативно-правовые акты. Наталья Николаевна уже говорила о том, что мы увидели в рамках мониторинга, что не все сегодня еще пока присутствует в организациях, но мы направим все свои усилия на то, чтобы помочь вам эти документы сформировать. Предложим вам типовые документы и шаблоны. Все это будет представлено на нашем едином информационном ресурсе. Да, вот еще отмечает еще один ресурс, это кадетство. Да, замечательно. Коллеги, может быть, еще что-то подскажете, чем-то еще поделитесь? У кого еще какие есть ресурсы для активизации воспитательной деятельности классного руководства, добровольцы Российской Федерации? Замечательно, Светлана. Угу. Еще, коллеги, какие есть предложения? Экологический центр образования. Да, мы говорили о том, что организации доп. Образования тоже активно должны быть вами задействованы. Волонтерство. Замечательно. Угу. По поводу индустриальных партнеров что-то можете отметить, кто с кем дружит, взаимодействует. Так, военно-спортивный клуб, очень хорошо. Юнармия, хорошо. Индустриальные партнеры, коллеги. Может быть, организации среднего профессионального образования, высшего образования. Мы точно знаем, что есть такие школы. Школьное лесничество, очень хорошо. Угу. Комиспас, вот. Еще одно интересное направление. Угу. Так, еще, коллеги, с организациями профессионального образования. Еще вот школьное лесничество появилось, очень хорошо. Совет ветеранов, замечательно. Это люди с большим опытом, которым они готовы бесконечно делиться. Только приглашайте их. Совет молодежи, подшефные казаки в помощь кадетам, очень хорошо. Наверное, не подшефные, а шефы, да? Подшефные – это кадеты будут. Воскресная школа, СГУ, замечательно. Клуб проектного лидера. Коллеги, вот видите, уже как много у вас есть опыта в привлечении партнеров для реализации воспитательных задач. И мне кажется, что вы своим опытом все-таки сможете поделиться в рамках наших с вами встреч, да, чтобы мы вот это взаимодействие выстроили и показали другим образовательным организациям, классным руководителям, как это можно эффективно выстраивать. Дома культуры, библиотеки, поисковое движение, совет ветеранов. Замечательно. Очень много партнеров есть. Они готовы с нами взаимодействовать, готовы нам помогать. Только приглашайте, что называется. Ну, конечно, все вот эти наши с вами отношения нужно определенным образом фиксировать через соглашение о взаимодействии. Хорошо. Так, ну, коллеги, мы с вами уже приближаемся к завершению моего выступления. И, конечно, сегодня мы говорим о вызовах 21 века. Сегодня мы говорим о том, что требуется обновление содержания образования и соответствие его всем вызовам, которые стоят перед нами. От стратегических документов до концепции развития по каждому направлению развития системы образования.
Сегодня нам очень важны те инфраструктурные изменения, те новые технологии, которые пришли к нам в школы. Но при этом мы должны помнить, что важно воспитывать и развивать те кадры, которые смогут эти новые знания и компетенции доносить до других коллег. Поэтому именно классное руководство сегодня должно стать системообразующим элементом взаимодействия и внутри школы, и школы с семьей, а семьи, в свою очередь, с городом и селом. И сегодня наша с вами совместная задача, чтобы институт классного руководства стал основой для достижения вот тех новых высот в качестве образования и воспитания каждого ребенка в каждой образовательной организации. Сегодня важно, чтобы классный руководитель мог квалифицированно помочь каждому ребенку достичь персонально значимых для него результатов. В качестве инструментария для оказания методической поддержки классных руководителей институт разработал единый информационно-методический ресурс, портал для классных руководителей. Вот именно здесь будет размещаться вся необходимая для вас информация, и далее мы более подробно вас с этим ресурсом ознакомим, и я передаю слово Анастасии Николаевне для ознакомления вас с этим ресурсом. И если у вас есть вопросы, можете обозначать их в чате, можете писать во вкладочку «Вопросы». Мы будем готовы на них ответить. Если сегодня не сможем, то обязательно ваши вопросы мы увидим. Презентации, конечно, будут доступны. В конце нашего заседания мы откроем вам доступ к тому, чтобы вы могли презентации скачать. Спасибо огромное, Марина Анатольевна, за такой содержательный, интересный доклад, яркую презентацию и интерактив, который вы обеспечили вот с нашей аудиторией, потому что действительно сегодня достаточно большое количество классных руководителей Республики Коми подключилось к нашему методическому объединению. Итак, вопросы можно задавать, а я продолжу по научно-методической поддержке классных руководителей и представлению единого информационно-методического ресурса, где вы можете, уважаемые классные руководители, его обнаружить на нашем сайте Коми Республиканского института развития и образования. Мы его уже предлагаем вам. Данный портал, он пополняется и разбит на 16 разделов. Портал для классных руководителей, третье получается у нас. Справа, вот это. То есть, посмотрите, да, данный портал, чуть ниже можно спуститься, ага, хорошо, состоит из 16 разделов, да, и здесь мы видим, да, что кроме календаря образовательных событий, то есть того ресурса, который мы пополняем и о котором мы уже вам рассказывали, и я так думаю, многие классные руководители уже воспользовались его содержанием, этих разработок и видеофайлов, а также документов, которые мы предлагаем к образовательным событиям, предложенным в календаре образовательных событий Российской Федерации и Республики Коми. Вот. Далее мы обращаем внимание на то, что, например, здесь у нас появился раздел «Партнеры». Да, если мы говорим о тех партнерах, к которым мы можем обращаться, да, с которыми наши общеобразовательные организации заключают соглашения по сотрудничеству, да, и о которых вы нам тоже сегодня рассказали и назвали те организации, с которыми активно сотрудничаете вы, как классные руководители. Вот пополняться данный раздел будет не только в разрезе Республики Коми, республиканских партнеров, с которыми можно сотрудничать и выходить, на которых можно, да, и в категории культура, спорт, образование, наука, да, то есть вот предложены. Тут есть и библиотеки, с которыми можно сотрудничать и нужно сотрудничать, да, здесь есть различные общеобразовательные, образовательные учреждения, которые тоже также могут быть вашими партнерами, профессиональные в том числе. Также будут вот по презентационной работе, да. Индустриальные партнеры. Индустриальные партнеры. Уже лесничество у нас сегодня. Да, да. Вот хорошо получить так в прямом эфире обратную связь и действительно, чтобы было понимание, к чему мы движемся, и все-таки, чтобы наша поддержка была наиболее эффективной. Коллеги, сейчас мы в чате скинем ссылочку на адрес портала. Да. Вот. Можно, в принципе, на сайт к нам выйти, я так думаю, я так думаю, что многие
пользуются нашим сайтом. Вот. Далее, по онлайн-школам также имеется информация. Многие из вас уже прошли обучение в летней онлайн-школе, проходят итоговый тест в осенней онлайн-школе и скоро получат соответствующие сертификаты после прохождения итогового теста. Да? Ну вот тут вот наши школы представлены, и информация о них есть, а также план-график проведения вебинаров и онлайн-семинаров в рамках онлайн-школ. Осенняя онлайн-школа для классных руководителей подошла к концу, и сейчас итоговое тестирование проходят многие классные руководители. Далее организуются курсы повышения квалификации, и где вы можете воспользоваться полученным сертификатом и иметь, то есть перезачет, один модуль компенсируется онлайн-школой, да, прохождением онлайн-школы и сертификатом, который вы получите об успешном ее прохождении. Также можно воспользоваться сертификатом летней онлайн-школы тем педагогам и классным руководителям, в первую очередь, которые прошли обучение в онлайн-школе, летней онлайн-школе до конца августа 2020 года. Зимняя онлайн-школа будет запущена 18 января 2021 школа. Ну а сейчас вашему вниманию предлагаются семинары, да, вот, о которых тоже говорила Марина Анатольевна, Наталья Николаевна, да, то есть это линейка республиканских онлайн-семинаров для вас, уважаемые классные руководители. Вот, и у нас, получается, прошел первый республиканский онлайн-семинар «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ключевые направления работы». Состоялся он вчера с 14 часов, достаточно интересный и содержательный был проведен семинар. Информация о нем также размещается у нас на сайте в новостной ленте, и в видеозале есть доступ к просмотру данного семинара. Также там предложен ряд пустографов, форм, которые были также в онлайн-режиме запрошены вами классные руководители, которые также, я думаю, сегодня к нам присоединились и участвовали вчера в первом республиканском онлайн-семинаре для классных руководителей. Ну, и рада вам сообщить, что на следующий онлайн-семинар мы приглашаем федеральных экспертов и к тому, чтобы вас познакомить, каким же образом можно внедрить примерную программу воспитания в работу вашей конкретной общеобразовательной организации. Данный семинар состоится 17 декабря 2020 года в 14 часов. Вы также в режиме онлайн можете задавать вопросы, а вот приглашаем мы на данный семинар федеральных экспертов, и это будет сам разработчик команды, из команды разработчиков непосредственно примерной программы воспитания Инна Викторовна Степанова, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Института стратегии развития образования Российской академии образования. Интересный собеседник, и нам Ирина Викторовна представит более подробно и детально модуль, я думаю, достаточно для вас значимый, работа с родителями. То есть кто уже знаком со структурой программы воспитания, я думаю, уже видели вот те модули инвариантные, которые необходимы к реализации в любой общеобразовательной организации. И это один из таких вот инвариантных модулей, который нам раскроет эксперт и специалист из числа разработчиков программы. Также к нам подключится эксперт Мария Игоревна Лишенко, которая курирует нашу республику Коми и является нашим непосредственным экспертом внедрения программы воспитания в работу общеобразовательных организаций. Она ассистент кафедры педагогики и психологии Соликамского государственного педагогического института и также участвовала в апробации и внедрении примерной программы. Она нам представит практики своего региона. Я думаю, что эта информация и опыт будет также полезен для вас. Далее можно вернуться, да, и посмотреть, что у нас еще. Ой, так. Есть в нашем портале. Я думаю, что у вас будет возможность подробно его изучить.
интересно, да, рассмотреть. Так. Угу. Вот. Консультации специалистов. В этом разделе мы планируем запустить по часам, да, консультации специалистов по вашему запросу. И специалисты-психологи, специалисты профориентационной работы, профилактической работы будут подключаться и также в прямом эфире в форме чатов отвечать на ваши волнующие вопросы. Отчетная документация. Здесь будут представлены формы, пустографы, непосредственно тех документов, которые вам предлагаются к заполнению в течение учебного года. Вебинары, мастер-классы. Здесь мы тоже предлагаем вебинары, которые были представлены и будут полезны для вас в вашей работе на практике. Далее. Профессиональная диагностика. Марина Анатольевна тоже обратила на это внимание, Наталья Николаевна, да, что здесь будут представлены те диагностики, по которым вы сможете произвести самооценку и оценку деятельности, воспитательной деятельности общеобразовательной организации. Конкурсы для обучающихся. Здесь представлены конкурсы, в которых вы можете поучаствовать, потому что это важно и для того, чтобы ваша работа, да, была отражена вот действительно в работе ваших обучающихся, и те заслуги, те победы, которые принадлежат вашим обучающимся, были также разделены с вами. Мне кажется, что вот в этом содружестве, в этом сотрудничестве и проявляется действительно то индивидуальное сопровождение, о котором Марина Анатольевна тоже сказала. Деятельность РМО. Тут тоже освещается у нас новостная лента существует, тоже осуществляются какие-то информационные события. Вот, например, да, новости методического объединения, безопасность дорожного движения. Здесь мы обнаружим отчет, да, по Республике Коми о том, каким же вот образом сотрудники ГИБДД работают над формированием культуры поведения на дорогах и проводят работу. Да, то есть вот мы увидим отчет по Республике Коми, да, и Министерство внутренних дел нам предлагает документы. Тут они все подцеплены и приложены, так скажем, да, вы можете обратить на них внимание в том числе. То есть это такой навигатор своего рода по тем информационным и методическим содержательным разделам, которые будут для вас полезны. Оценка эффективности. Здесь мы вам будем предлагать материалы, то есть те диагностики, анкеты и необходимые мониторинги, да, своего рода, которые проводят руководители общеобразовательных организаций, непосредственно вашей организации, чтобы вы тоже были с ними знакомы, были в курсе, каким же образом оценивается ваша деятельность. Профессиональные конкурсы, да, здесь мы тоже предлагаем конкурсы для вас, и вот вы видите наши республиканские конкурсы, тут тоже предложены в том числе. Можно зайти и там посмотреть. То есть мы вот наполняем этот портал для вас по запросу и реагируем непосредственно на те проблемы, которые были обнаружены по итогам мониторинга, и, соответственно, мы вот помогаем таким образом направлять и решать необходимые задачи, которые перед вами поставлены в соответствии с посланием президента и внедрением новых методических рекомендаций для классных руководителей. Что ж, вот таким образом наполняется портал для классных руководителей. Мы подводим итог сегодняшнего методического объединения. О мониторинге нам расскажет еще более подробно Наталья Николаевна на семинаре 15 декабря 2020 года. В анонсе
время и дата будут еще раз для вас предоставлены. Мы надеемся на сотрудничество, на то, что вы подключитесь и будете в курсе, потому что действительно мониторинг очень объемный, интересные результаты, и исходя из вот тех проблем мы проводим дальнейшую работу, и важно ее выстраивать совместно. Спасибо вам огромное за участие, за столь активное общение, да, потому что вот сегодня, благодаря Марине Анатольевне, мы действительно увидели, как много партнеров, да, существует в ваших непосредственно муниципалитетах, в ваших населенных пунктах, и с которыми вы сотрудничаете активно, и которых можно подключить. Вам дальнейших успехов, всего доброго. Да, вопросы мы посмотрим. И так, можно ли включить вариативный модуль рабочей программы, воспитательный модуль профилактическая работа? Смотрите, уважаемые классные руководители, если у вас данная работа, да, осуществляется на постоянной основе, есть, вот мы тоже приводили примеры вчера, в частности на семинаре, о том, что вот на регулярной основе идет сотрудничество и выходы к партнерам, непосредственным организациям, которые осуществляют, да, работу профилактическую, да, то такой модуль вы выделить можете. Вот. Если вот эта работа в должном, да, и качественном виде может быть представлена отдельным модулем, это ваше право вашей общеобразовательной организации. Можете как-то по-другому ее назвать, потому что там, если вы обратите внимание на программу, например, на программу воспитания, то там модули сформированы несколько иначе, например, там самоуправление, профориентация. Ну, в таком случае это будет профилактика, да, какая-то там тоже, вот, допустим, безнадзорности и правонарушений. Ну, то есть в виде, так скажем, прилагательных единственного числа, да, то есть если вы обратите внимание, ну, единственного, множественного, ну, например, там ключевые общешкольные дела и так далее. То есть вот мы идем не просто по направлениям, а мы идем вот как бы к теме такой общей, которая освещает ту часть работы, которая идет вот именно в этом блоке. Коллеги, у меня вот такое предложение к вам возникло, слушая сейчас Анастасию Николаевну и читая ваши вопросы. Как раз вот следующий наш республиканский методический семинар будет посвящен разработке примерной программы воспитания, и мы будем встречаться непосредственно с разработчиками примерной программы воспитания. Да? Поэтому, может быть, вы заранее свои вопросы направите, мы их передадим коллегам, и они в своем выступлении уже раскроют ответы на ваши вопросы. Да, потому что если в режиме онлайн мы работаем, и вопросы идут чередой, да, то не все мы можем сфокусироваться, да, допустим, и сразу тут же здесь сейчас ответить. А там все-таки будет трансляция, да, из Москвы, и, получается, из Пермского края, и поэтому будут, возможно, какие-то, может быть, недочитки. Поэтому если вы вопросы сформируете и заранее с ними обратитесь, вот как сейчас коллега обратилась, да, то мы также адресуем эти вопросы заранее, да, нашим специалистам федеральным и на уровне Российской Федерации, да, которые к нам присоединятся в нашем республиканском семинаре, и они уже с готовыми ответами, собственно говоря, эффективно и результативно тут же здесь сейчас вам предоставят ответы. Анастасия Николаевна, куда вопросы можно направлять? На вашу почту? Можно на мою почту, да, я реагирую и отвечаю коллегам, а также можно задавать какие-то направления, например, по партнерам, да, если у вас есть интересный опыт, яркий, и вы вдруг обнаружили его и хотите им поделиться, и если вы мне предоставите такую информацию, то мы потом будем пополнять непосредственно раздел на нашем портале «Лучшие практики», да, галерея лучших практик, и ваша практика окажется там. Вот это будет действительно результат, это будет действительно то содружество, о котором мы мечтаем, да, чтобы классные руководители между собой тоже делились, потому что нам важно делиться опытом и распространять его. Ну, это современная тенденция, горизонтальное обучение, да, учусь у коллег, учу коллег, да, помогаю коллегам. Вот. И я думаю, в таком режиме и общение, и взаимодействие будет наиболее эффективным. Спасибо огромное. По поводу сертификата был вопрос. Смотрите, уважаемые коллеги, сертификаты мы все-таки предоставляем по итогам, например, онлайн-школы, когда слушатели, участники онлайн-школы проходят тестирование, да, по тем темам, которые были предложены в рамках вебинаров онлайн-школы, и, пройдя только тест, получают сертификат. То есть не просто прослушали вебинар или просмотрели, да, там, может быть, нажали, не досмотрели до конца и так далее, но сертификат выдается
по факту обучения в онлайн-школе. То же самое и методические объединения. Да? Мы предлагаем вам материалы полезные, интересные, направляем вас, но сертификат за одно методическое объединение выдан быть не может, так как все-таки мы не тестируем, да, и никаким образом какой-то проект не предлагается с вашей стороны в течение республиканского методического объединения, но очень важно то сотрудничество, то сообщество и тот результат, к которому мы стремимся, чтобы эта обратная связь осуществлялась. Поэтому участие в республиканском методическом объединении, оно все-таки важно и для вас, и для нас. И мониторинг нам это ярко действительно продемонстрировал. Так, Людмила Подгорецкая, вы можете адресовать свой вопрос непосредственно на электронную почту Анастасии Николаевне. Да. Она ваши вопросы решит, посмотрит, какие там технические проблемы, может быть, у вас возникли. Сертификаты, да, еще пока не все прошли тестирование, у нас еще сроки по тестированию есть, поэтому как только вот закроются будут первые списки, сертификаты будут в электронном виде предложены вам на то рядышком с строчкой итоговое тестирование. Кто в летней школе участвовал, те уже знают об этой системе получения сертификатов в электронном виде. И они автоматически скачиваются у вас при нажатии на данное окошечко. Вот. Так, и, коллеги, по курсам повышения квалификации. Мы планируем курсы повышения квалификации в ближайшее время. Следите, пожалуйста, за нашей информацией. Причем мы хотим эти курсы организовать таким образом, чтобы те коллеги, кто принимал участие в онлайн-школах, и в летней школе, и в осенней школе, и в школе «Первые шаги» классных руководителей, чтобы ваше участие в онлайн-школах было зачтено в качестве определенных часов в рамках курсов повышения квалификации, да, в качестве одного из модулей в курсах повышения квалификации. Информация, как только у нас определится даты конкретные, мы обязательно информацию разместим на сайте, и информационное письмо будет в образовательной организации направлено. Так, тест можно пройти при условии участия в онлайн-школе. Онлайн-школа в доступе. Ссылочка есть и на портале, к которому мы вас сейчас обращали. Там, если вы зайдете в раздел онлайн-школы, вы можете найти ссылку, по ней пройти, зарегистрироваться и пройти, просмотреть вебинары даже на этих выходных текущих, да, пройти итоговое тестирование и уже потом по итогам получить сертификат. Поэтому, Юрий Алексеевич, провожу вас еще раз на портал, да, обращу вас к нему. Экскурсию мы сегодня провели, и там вы можете получить подробную информацию. Спасибо огромное всем участникам Республиканского методического объединения для классных руководителей. Спасибо огромное за обратную связь и за ту информацию, которую мы получаем и на которую мы реагируем. Для вас проводим различные мероприятия и события, полезные и необходимые для профессионального развития. Спасибо большое, успехов, всего доброго. До свидания. Спасибо, коллеги, за активное участие, успешной вам работы, успешного взаимодействия, и, конечно, берегите себя, здоровья вам. До свидания. До свидания.